Гордума приняла отставку мэра. В Якутске прошло заседание городской думы. Кто прав? Наши корреспонденты постарались разобраться в истории жительницы Алдана. Всем миром телемарафон в помощь пострадавшим от паводка пройдет завтра. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Депутаты городской думы Якутска приняли отставку мэра города Айсена Николаева. В внеочередном заседании приняли участие 27 депутатов. Заслушав информацию и рассмотрев заявление, они единогласно утвердили вопрос о сложении полномочий. Напомним, что 28 мая Айсена Николаева по указу президента России Владимира Путина назначили временно исполняющим обязанности главы Якутии. Действительно создал такие условия, когда каждый депутат знал, значит, какие приоритеты, какие проблемы, какие вопросы развития стоят. Вот эта совместная работа, конечно, всегда дает результат. Вот. Конечно, проблем много, но тем не менее мы считаем тот курс, который проводил Айсен Сергеевич, он еще и останется, все эти программы и так далее, потому что мы, депутаты, городская дума в целом, в общем-то, всегда свои предложения вносила и держала на контроле все эти вопросы. В Усмайском районе из-за пожаров введен режим ЧС муниципального уровня. Лесной пожар категории 1А бушует на участке Кельбек рядом с селом Эжанцы. За сутки пожар раскинулся на территории 70 гектаров, а общая площадь составила 180. МЧС сообщает, что угрозы населенным пунктам и социальным объектам нет. На тушении сейчас работают 49 человек. И сегодня из-за сложившейся ситуации в Усмае прошло экстренное совещание КЧС. На нем решили отправить на контрольный облет бригаду лесоохраны. Они не только осмотрят территорию лесного пожара, но и забросят десантников на тушение огня. Также дополнительно мобилизованы 10 человек из местного населения. В Якутском речном порту сняли с эксплуатации последний теплоход, оставшийся на линии Якутск-Нижний Бестях. Виктор Рукавишников, как сообщили в речном порту, свое отработал, как и два аналогичных судна, которые были списаны 3 года назад. Пассажиров будут перевозить на небольших катерах речных такси. Почти 1500 человек вышли на экологическую акцию «Чистый берег» в республике. Благодаря ей 58 километров береговых территорий будут очищены от мусора. Всероссийская акция стала примером единения представителей МЧС, общественности, местных властей и каждого отдельного взятого гражданина в осознании необходимости охраны окружающей среды. Акция проводится ежегодно с охватом как можно большей части береговых линий водных объектов республики и неорганизованных мест отдыха населения. Глава Ленского района провел очередной прием граждан по личным вопросам. Такие встречи с населением администрация организует 2 раза в месяц. Что сейчас волнует ленчан больше всего и смогли ли они получить ответы на наболевшие вопросы, узнала Светлана Балеева. В дни приема люди обращаются с различными проблемами. Они касаются трудоустройства, выдачи материальной помощи, но большая часть из них – это жилищные вопросы. Кто-то просит помочь продать жилье, а кто-то получить. Так к главе обратились дольщики дома, строительством которого занималась компания «Монолит». Но так и не доведя строительство до конца, объявила себя банкротом. Люди остались без денег и без квартир. Но, к сожалению, Жумарт Абельманов не смог помочь, так как этот вопрос находится в городских полномочиях, и предложил попробовать решить его через главу города. Ради бога, это пусть она с Харуном договаривается, решает эту проблему. На 70 миллионов мы сегодня городу даем на городские проблемы. Это на самом деле огромные деньги. По-моему, оттуда 6 миллионов город может элементарно дать легко. Они еще пока эти деньги никуда, они не целевые деньги, они еще не использованы. Город может их сам грамотно распределить на все свои хотелки. С просьбой помочь в выделении жилья обратился и Леонид Гуляев. Мужчина-инвалид. Работать с его группой инвалидности не представляется возможным. Поэтому живет на пенсию 13 тысяч рублей. Практически все деньги уходят на съем жилья. С 29 декабря это федеральным законом принято по этим заболеваниям вне очереди дать квартиру. Сегодня, скажем, жилой фонд находится в городе. И все квартиры находятся, скажем, в городской власти. Наши пока полномочия, то, что мы сегодня еще не покупаем, а все еще живем, это наших муниципальных служащих, учеников наших. На данный момент вот, реально вот этот. Ну, единственное, обращайтесь в прокуратуру, в суд.
С просьбой о выдаче материальной помощи для выезда на обследование обратился Борис Корнилов, житель села Талун. У Бориса Ивановича сложное заболевание, которое быстро прогрессирует. Глава района пообещал помочь мужчине. Основная часть вопросов, как всегда, касалась городских полномочий. В разговоре с ленчанами глава района каждому повторил, что городские проблемы район решить не в силах. По итогам встречи 5 обращений поставлены на контроль. В 30-дневный срок будут даны письменные ответы. На остальные вопросы глава дал устные разъяснения. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. 90-летняя жительница Алдана Агриппина Костромина недавно обрела собственный уголок в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ранее женщина проживала с внучкой и правнуками в маленькой однушке. Чтобы расширить жилплощадь, внучка Татьяна приспособила кладовку подъезда под комнату для бабушки. Соседи, однако, утверждают, что внучка просто выгнала пожилую родственницу из дома. Где правда, попытались выяснить наши корреспонденты. Почти целый день Агриппина Костромина проводит в постели. В интернат для престарелых она поступила месяц назад. Ранее 90-летняя женщина проживала с внучкой и 3 правнуками. Ее комнатой стала кладовка подъезда. Из квартиры бабушку выгнала внучка, утверждают соседи. Однако так ситуация выглядит только на первый взгляд. У меня, конечно, нервный инициатор на том, что когда она мне костылем избила 4-летнего ребенка. Вот эта комната была открыта. Я, самовольно туда зашла. Несколько лет Агриппина Петровна жила с внучкой и правнуками в неблагоустроенной двухэтажке. Дом в аварийном состоянии. И из маневренного жилфонда города семья получила маленькую однушку в новостройке на окраине Алдана. Сотрудники управления соцзащиты неоднократно навещали Агриппину Костромину. В ходе встреч не наблюдалось ничего, что могло бы насторожить специалистов. А в апреле в контролирующие органы поступил сигнал. Престарелая женщина обитает в подъезде. В связи с девиантным поведением, то есть и агрессивным настроем бабушки по отношению к детям, то есть и маленькой жилплощади, то есть она не может ей обеспечить надлежащий уход. Проживание под одной крышей с престарелым человеком требует от родных немалой доли терпения. Татьяну можно, безусловно, обвинить лишь в самовольном захвате площади общего пользования. С Агриппиной Петровной вопрос пришлось решать экстренно. Не было установлено социально опасного положения именно для жизни бабушки, но все-таки было принято решение по устройству ее в дом-интернат. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья семья Кондратенко числится в списках очередников на получение квартиры. Когда жилищный вопрос будет решен, Татьяна планирует вновь забрать бабушку домой. Человек, когда не побудет в такой ситуации, не поживет со старым человеком, который 90 с лишним лет, и она все у нее уже, тот не поймет. История семьи Кондратенко может быть оценена по разным критериям. Одни пожалеют Агриппину Петровну, другие посочувствуют Татьяне, третьи посетуют на маленькие заработки. И каждый будет прав, поскольку истина в данной ситуации есть многоликая правда. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Мы продолжаем. В Москве в эти дни находится официальная делегация Нюрбинского района. Так сложилось, что одно из традиционных мероприятий – это поездка на спецобъект «Коммунарка», где захоронены выдающиеся деятели Якутии, репрессированные в годы советского террора. Тему продолжат наши корреспонденты. Делегация Нюрбинского района, постоянные представители республики Юрий Куприянов, коллектив постпредства возложили венки и цветы к памятнику основателям государственности республики. Чтим память о наших прославленных людей, которые большую лепту внесли в становление советской власти в республике, в частности, и Российской Федерации в то время. Мы должны помнить жизнь трудную, которую прошли наши предшественники, наши земляки. Напомним, что в 30-е годы территория коммунарки была превращена в расстрельный полигон. В безвестных братских могилах находятся останки расстрелянных политических деятелей, послов иностранных государств, творческой, интеллектуальной элиты страны. Сколько бы ни минуло десятилетий, но всегда будут приезжать к этому памятнику благодарные якутяне, чтобы почтить память великих сынов Якутии. Выросли уже новое поколение, и они читают стихи, посвященные своим знаменитым предкам. Юрий Куприянов отметил, что постоянное представительство имеет свой исторический путь. В этом году исполняется 96 лет постпредству Якутии в Москве. Семен Николаевич Донской, похороненный в коммунарке, тоже был постоянным представителем республики в Москве. Что такое юбилей? Юбилей, на самом деле, это история нашей жизни. История, когда мы в себя впитываем ту значимость и ответственность, которую брали молодые руководители тогда зарождающего
с Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Также в этом году отмечается еще одна круглая дата – 120-летие Ивана Винокурова, который также возглавлял представительство Якутии в столице страны. В программе пребывания делегации из Нюрбы проведение круглого стола, посвященного 125-летию со дня рождения наркома земледелия ЯССР, представителя ЯССР при президиуме ВЦИК Семена Донского-I, а также открытие мемориальной доски организатору промышленности СССР и РСФСР, одному из первых руководителей республики Степану Васильеву. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, Москва. Ну а благотворительный телемарафон «Всем миром» пройдет уже завтра. С 7 утра до 2 дня на радио Саха пройдет прямой эфир с представителями общественности. С 2 часов подключатся телеканалы «Якутия-24» и «Мамонт». Планируются прямые включения из районов, затронутых стихией. Средства можно будет передать во время телемарафона или перечислить на единый расчетный счет Госкомитета по ОБЖ. С 8 утра до 8 вечера на площади Ленина будут выставлены 5 урн для сбора средств. Будет и концертная программа. Средства направят на восстановление жилья и объектов инфраструктуры. Пожертвовать денежную сумму также можно, отправив СМС с текстом «Паводок» на номер 3434, указав через пробел сумму пожертвования. С номера спишется только сумма пожертвования, указанная вами, а также стоимость отправки сообщения согласно тарифу. В случае, если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст, суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей. Ну а у меня к этому часу все новости. Оставайтесь с нами.